Хорошо. Коллеги, значит, тема, вернемся с уровня, с 4-го уровня абстракции к моменту, который, наверное, всем нам более близок и понятен, да, вопрос оценивания, оценки в образовании. Мы с вами занимаемся этим вот в силу своих профессиональных обязанностей, в силу того, что мы просто люди, и оценка – это наше такое вот то, с чем мы живем постоянно. Поэтому я думаю, что если я спрошу вас, поднимите руки, кто сегодня что-нибудь оценивал, вы все поднимите руки, да? Поэтому кажется все это близкое, родное и понятное. На самом деле, конечно, очень много и здесь вопросов. И когда мы говорим раз уж сегодня тема такая, содержание образования, качество образования, естественно, что про оценивание не говорить здесь никак нельзя, да? Потому что вот первый вариант у нас был темы для обеспечения качества, да, оценка для обеспечения качества образования. Но мы смягчили эту вещь, потому что оценивание само по себе не обеспечивает качество, да, но это очень важный инструмент, очень важная часть процесса обеспечения качества образования. Наряду с теми, о которых говорила в своей презентации Лариса Юрьевна, так как я буду говорить больше о школьном образовании, я буду связывать, наверное, свою презентацию именно с презентацией Ларисы Юрьевны. Да? То есть если мы говорили о том, что изменились результаты образования, да? То есть сейчас вот что мы фиксируем, изменились результаты образования. Если изменились результаты образования, меняются остальные компоненты, меняется методика обучения или изучения, да, как вот новая терминология, которая к нам приходит, меняется среда и меняется, соответственно, или должно меняться то, как мы оцениваем. Да? Меняется, что оценивается, соответственно, меняется, как это нужно оценивать. Поэтому, когда мы говорим об оценивании, и вот раз тема так заявлена, мы говорим, конечно, про качество образования. Слава богу, недавно достаточно это понятие зафиксировалось у нас в нашей нормативной базе, в частности, в госстандарте 2014 года. Но мы говорим недавно, потому что это уже прошло 2 года, но, в принципе, в реальность он входит только, наверное, вот сейчас, еще и не вошел, да? То есть он так очень медленно подступает к нашим школам, на самом деле. То есть мы говорим о степени соответствия результата образования ожиданиям различных субъектов образования, учащихся, педагогов, родителей, работодателей, общества в целом, или поставленным образовательным целям. То есть, опять-таки, главный вопрос о результате образования. Если мы говорим, что результаты образования сейчас это прежде всего компетентности, это мы говорим о школьном образовании, поэтому все-таки компетентности, следовательно, встает вопрос, вот те привычные нам с вами инструменты оценивания, что было в школе и что есть до сих пор, могут ли они измерить компетентности? Можем ли мы диктантами, изложением измерить способность учащихся размышлять, аргументировать, строить выводы и так далее? Можем ли мы на основе теста, знаниевого теста измерить по математике, например, да, способность, я не знаю, прогнозировать или делать какие-то аналитические вещи? Конечно, нет, да, то есть мы понимаем абсолютно определенно сейчас, что тот арсенал методов и инструментов оценивания, которые вооружили наших учителей в течение достаточно большого количества лет, он просто, я не говорю, что он на 100% не подходит, да, но он становится неадекватным для измерения тех результатов образования, которые сейчас у нас ставятся во главу угла. Следовательно, один раз нужно подумать, а какие это инструменты, какие они должны быть, вот эти адекватные инструменты, а второй раз научить учителя ими пользоваться. То есть задача на самом деле, как показывает практика нескольких последних лет, так как мы пытаемся с этим работать, она очень тяжелая и пока на данный момент, можно сказать, еще не подъемная. Итак, меня попросили, вот когда мы говорим об оценке качества образования, мы говорим, что это оценка на разных уровнях. Да? Это и достижения обучающихся, достижения учеников, это образовательный процесс, уровень учреждения образовательного, это система в целом. Я не хочу сейчас останавливаться, далеко идти, я, может быть, так назывательно, да, об остальных уровнях поговорю, но в большей степени сконцентрируюсь, наверное, так как речь идет о содержании, о достижениях учащихся. Хотя, конечно, если здесь у нас были бы представители министерства, наверное, больше нужно было говорить о системе оценки качества и о том, что ее у нас
нет. Хотя задача построения, она была заявлена, была сейчас в стратегических, концептуальных, нормативно-правовых документах эта задача стоит, но мы понимаем, что как система, и, кстати, вот недавно, буквально, недавно, в сентябре была Евразийская ассоциация оценки качества образования, собиралась у нас здесь на Иссык-Куле, представители 7 стран, и в ходе дискуссий, вот знаете, когда сравниваешь, видишь, да, как происходят процессы в других странах, я не говорю, что там все гладко, но тем не менее, вот тогда пришло такое, я надеюсь, что ясное понимание для всех, что у нас не существует система оценки качества, она у нас очень фрагментарна, раздроблена, у нас есть только отдельные элементы, и до построения системы качества нужно сделать еще ряд больших шагов. О них мы попозже, может быть, поговорим, но вот я хотела бы все-таки к целям, да, для чего мы вообще оцениваем, обратиться. Ну, информирование тех, кто учится, и тех, кто учит, заказчиков и потребителей образования, да? Функция обратной связи. Абсолютно понятно, что оценка, вот представим себе учителя, да? Учитель оценивает, и он дает обратную связь ученику, чтобы ученик понимал, где он находится вот в сравнении с теми результатами, которые хотелось бы от него увидеть. Да? Если речь идет об обратной связи учителя, то учитель тоже, он понимает, он на основе оценки, он понимает, он как профессионал, он как учитель достигает какого уровня квалификации или уровня, скажем, сформированности, компетентности профессиональных он достигает и что он демонстрирует. Но это одна часть процесса, да, одна цель, одна часть. Потому что хорошо, да, проинформировали, это очень важно с точки зрения участников образовательного процесса. Но вторая часть очень важна, а что дальше происходит? Да? Получили информацию, а как она превращается в определенные решения, которые изменяют качество образования. Если это учитель, то какие решения он принимает, которые влияют, которые изменяют его урок, отношения, меняют методику, меняют содержание, да, то, что происходит на уроке. Если речь идет о школе, то как эта оценка влияет на то, что происходит, как меняется в школе учебно-воспитательный процесс, как меняются учителя, какие другие курсы повышения квалификации они получают дополнительные, да? То есть что происходит после того, как значит, мы получили результаты, скажем, оценивания. То есть вот одно без другого здесь невозможно, да? Одно дело информировать, но другое дело, следующий шаг должен быть обязательно, должны быть приняты решения на основе оценивания, которые ведут к улучшению качества образования. О каком бы уровне мы ни говорили, это от ученика до системы, национальной системы в целом. И, к сожалению, здесь мы видим, что очень часто, мы неоднократно упоминали здесь, и результаты ПИЗа, и ноуду, да, то есть вот такого рода оценивания идут у нас, происходят, но как это потом влияет на изменение практики учителя в школе, как это повлияло на содержание учебников, появились ли там компетентностно ориентированные задания, да? Вопросы, направленные на развитие навыков высокого порядка, да, если мы говорим по Блуму, или вот если мы вернемся к нашему госстандарту, вы помните, что у нас компетентности на нескольких уровнях рассматривается: репродуктивный уровень, уровень продуктивный и творческий. Да? То есть какого типа задания мы теперь, после того, как появился новый стандарт, мы предъявляем ученику, если мы хотим, чтобы у него развивался не просто репродуктивный уровень той или иной компетентности, а именно уровень продуктивный. Да, то есть он был способен перенести полученные знания в нестандартную, может быть, какую-то, не только для решения учебных задач, да, но он мог решить задачи какого-то практического уровня. Да? То есть есть ли такого типа задания в наших учебниках? Есть ли такие задания и задачи в программах подготовки учителей, в программах повышения квалификации? Умеет ли учитель так поставить вопрос, который не просто будет требовать воспроизведения информации, как это часто бывает, да, как это чаще всего мы умеем делать, что, где, когда, фактологические вопросы, а именно заставит его подумать и сопоставить, соединить разные части текста и дать ответ, который напрямую не указан, например, в тексте, а найти эту информацию и сделать некоторые движения мозгами в сторону аналитики, да?
То есть это то, чего мы хотим от ученика, когда мы говорим, что мы заявляем в госстандарте и сейчас в предметных стандартах другого типа образовательные результаты. Но для того, чтобы это произошло, опять-таки должна случиться такая долгая цепочка шагов. И один из этих шагов, это, естественно, ну, скажем так, важный момент вот в этой цепочке, это, естественно, профессиональная готовность к этому учителя. Поэтому, когда мы говорим об оценке качества, мы не можем говорить только об оценке на уровне ученика, на уровне школы, на уровне там, предмета. Мы должны сюда же обязательно включать оценку компетентности профессионала-учителя, да, профессиональной компетентности. И это вот я первый пункт из задач взяла, и оценка результатов деятельности педагогов. Да? Но есть еще другие задачи системы оценки качества, как на национальном уровне, на международном уровне, которые здесь тоже заявлены, но о которых я, наверное, сейчас говорить не буду. И вот если говорить вообще об оценивании, да, то мы можем увидеть, что у нас есть оценка на уровне класса, да, о которой сейчас в связи с новыми госстандартами мы больше всего, чаще всего говорим. Мы сейчас в связи с введением новой системы аттестации учителей, мы говорим об оценке деятельности педагогов, да, потому что это важный элемент системы, и он начинает появляться, но он появляется, как у нас часто бывает, с другого конца. То есть у нас нет профессиональных стандартов, у нас нет более широкой картины, но у нас появился такой фрагмент в виде системы аттестации учителя. Хорошо, что он появился, это замечательно, и о нем можно много говорить, но это вот элемент отсюда. У нас практически нет системы, связанной с оценкой образовательных учреждений, и систем на уровне, там, скажем, района, города, да, у нас нет индикаторов, у нас не разработана эта система, и поэтому здесь у нас еще как бы такое место свободное. Система государственных экзаменов, отработанный момент, мы знаем, что сейчас идут реформы на этом этапе, я об этом еще тоже скажу, и крупномасштабные исследования, в которых мы участвуем на национальном и международном уровне, это тоже часть системы оценки качества. Значит, сфокусируемся на оценке на уровне класса, да, наверное, больше. Мы понимаем прекрасно, для чего это нужно. Да? Вот прозвучала презентация Ларисы Юрьевны, что это именно внимание и дифференцированный подход, да, нам нужен. Вот сейчас мы говорим личностно-ориентированное обучение. Вот параллельно с компетентностным подходом мы и говорим о процессе. Процесс должен быть личностно ориентирован. Каким образом это можно достичь? Через, опять-таки, в том числе через дифференцированное оценивание. Дело в том, что так уж получилось, так уж повелось, наверное, это психология наша, да, человеческая. То, что ценится, то, что оценивается, то мы в себе культивируем и развиваем в других. Да? Мы детям говорим, вот есть некоторые стандарты, есть что-то в обществе, что ценится. Мы говорим, вот это хорошо, это, и к этому мы стремимся. То же самое в школе. Да? Ценились, ставили пятерки за то, что ребенок близко к тексту оттарабанил, пересказал текст. За это получает пятерку, значит, дети, вот в началке я в силу сейчас своей работы очень часто работаю с начальной школы, вижу, что дети наизусть выучивают текст, но задайте им вопрос на понимание этого текста и что там дальше за этим, да, проблемы возникают. То есть речь идет о том, что оценивание, оно задает такую некоторую планку, к которой люди стремятся. И это очень важно в системе образования. Если мы в качестве вот этой планки зададим правильные вещи, связанные с компетентностями, связанные с развитием определенных ценностей, которые тоже относятся к результатам образования, да, определенные результаты, которые будут способствовать успешности ученика в будущем, это будет нам очень сильно толкать всю систему образования. Вот вспомните пример с ОРТ. 2002 год, 2003-2004, когда появился новый объект, вот
стало цениться логическое мышление, да, способность работать с аналогами, так пусть немножко, может быть, в искаженном варианте, но тем не менее старшеклассники стали об этом думать, учителя научились как-то с этим работать, пусть это в режиме репетиторства и так далее, да, но про это стали все думать, потому что система оценивания в данном случае как бы заявила вот такой новый результат образования, да, и новые результаты, которые стали цениться. Поэтому, мне кажется, очень, вот, чрезвычайно важно сейчас, мы в 2006 году, когда только начали разрабатывать рамочный национальный куррикулум, который стал основой для госстандарта 2014 года, представьте, это 8 лет, да, между ними. Но еще тогда, когда мы делали аналитику именно по системе оценивания, мы говорили, что давайте, вот система оценивания это такой очень большой рычаг, который может очень многое перевернуть. Если мы покажем, что вот эти результаты оцениваются на выходе из школы, при поступлении в вуз, на выходе с определенной ступени образования, если это будет зафиксировано 4, 9, например, 11 класс, определенный перечень результатов, который будет оцениваться, все, это уже само по себе начнет, хотим мы или не хотим, менять практику учителя, потому что учитель начнет понимать, что он не достигнет этого результата, если он будет использовать только репродуктивные методы обучения, он не сможет достичь результата, связанного с продуктивным или творческим уровнем. Правильно? Да. То есть вот эти вещи, они давно, опять-таки, как Светлана Рустамовна говорила, к сожалению, долго мы об этом говорим, и мы все с вами это прекрасно понимаем, потому что уже много лет как бы топчемся на одном месте, но, скажем так, в отличие, может быть, от других вещей, что у нас уже сделано, это то, что в нормативно-правовой базе зафиксированы эти вещи, в том числе, например, заложено уже в основа для изменения через госстандарт, в котором прописаны впервые, пожалуй, вообще так от системы оценивания, она там прописана, и прописаны разные виды оценивания, диагностическое оценивание, формативное оценивание, суммативное оценивание, да? То есть эти вещи, они уже заложены, они есть. И в связи с этим, вот, сейчас я минутку, я хотела бы вам показать одну табличку, буквально, вот схема, да, у меня написано, теперь как мне к этой схеме пройти. Нет, сейчас, минутку, сейчас я буквально. Сори. Так. Мне кто-то поможет, да? Где наш Алексей, может быть? Как-то вот я не могу подружиться с этим компьютером, хотя в общем-то... С остальными друзьями? Да, с остальными как-то у меня не было таких проблем. Вот мне нужно выйти на вордовский документ, который здесь тоже есть. Ага. Завершите пока слайды. Вот здесь вот вордовский документ. Вот это вот откроем. И вот если мы посмотрим на вот эту схему, которая охватывает виды оценивания, да, у нас в школе, сейчас мы видим, что на самом деле в стандарте, в куррикулуме это тоже у нас зафиксировано. Вот они, 3 вида основных оценивания: диагностическое, формативное и суммативное. И сейчас мы учителям эту схему раскрываем и распаковываем и говорим, как это должно быть, в основном на курсах повышения квалификации. Как на это среагировала система подготовки учителя? Это еще такой вопрос долгий. Я вижу здесь представителей университета Арабаева. Я знаю, что есть какие-то движения в эту сторону, но тем не менее, как показывает вот анализ, который был проведен буквально в 2016 году, буквально достаточно недавно, вот в этой толстой книжке мы зафиксировали, что, к сожалению, система подготовки, она еще не реагировала на изменение системы оценивания. И раз уж речь об этом зашла, мы видим, что это на уровне школы, на уровне класса, это внутриклассное оценивание, что это тоже система своего рода, да? И без одного элемента второй элемент не срабатывает. То есть мы говорим, что формативное оценивание – это непрерывный процесс оценивания в ходе учебного процесса. То есть это то, что учитель в ходе обучения в каждом уроке делает. Не обязательно при этом он выставляет оценки, отметки. Да? То есть он наблюдает, он проводит маленькие тесты. Вот сейчас из
Если я у вас спрошу, поднимите правую руку, кто когда-либо использовал формативное оценивание в своей практике, да? Я увижу, например, подняли ползала, я понимаю, что со второй половины зала, наверное, нужно будет чуть-чуть рассказать, что это такое, потому что вы тоже это использовали, но просто не знали, что это формативное оценивание. То есть это та работа, с которой учитель делает в течение урока ежедневно, ежечасно. Да? И это можно делать разными способами. Мы видим кучу всяких разных техник, приемов оценивания, которые прекрасно описаны и которые нужно просто донести и в практику внедрить. У нас зафиксировано понятие суммативного оценивания. Вот если с формативным работали многие проекты и работают до сих пор, да, и как-то вот он пошел в люди вот этот вот процесс, то с суммативным у нас еще достаточно такая большая напряженка. Хотя мы понимаем, что это итоговое оценивание, что должна быть, что оно проводится, когда определенные результаты достигнуты, и нужно посмотреть, эти результаты соответствуют тем, которые мы запланировали или нет. Да? То есть это некоторый такой срез. Но, к сожалению, пока это у нас еще в практику внедрено, но внедрено вот в том традиционном смысле, когда мы проводим контрольную работу на отработку какой-то формулы, на знание определенной формулы и умение ее использовать 250 раз, и после этих 250 задач мы понимаем, что да, мы ставим пятерку или четверку или тройку, да? А про другие результаты, к сожалению, мы в данном случае забываем. И к презентации вернемся, я так немножко, мне кажется, нет, вот сюда. И когда мы говорим вот этом уровне оценивания, мы фиксируем, что есть определенный разрыв между тем, что у нас есть в нормативно-правовой базе сейчас, да, зафиксированы эти три вида, но как учителя их используют, если в практике внедрено в практику или нет. Но этот вопрос, он, знаете, оценивание же нельзя отдельно рассматривать, да, в данном случае. То есть тут вопрос про то, а что мы должны оценивать. Потому что нет четкого понимания вот этих результатов обучения, потому что предметные стандарты еще до школы не дошли, да, в которых, по идее, должно быть это прописано. Есть только госстандарт, который определил, это некоторая пока только крыша, да, и у которой еще вот, к сожалению, или, скажем, фундамент наоборот, да, и еще нет стен в виде учебных программ, в виде предметных куррикулумов, учебных программ, учебников, и, может быть, тогда будет только учителям понятно, что же мы все-таки должны оценивать, тогда будет понятно, как это сделать, да. То есть вот этот разрыв мы видим, и он может быть преодолен, пожалуй, на данный момент вот только следующими способами. Во-первых, разработать вот всю эту цепочку, все эти ноги государственного стандарта, да, которые все вместе будут составлять такую единую базу для работы учителя. И, естественно, параллельно должна реагировать система подготовки учителей и система повышения квалификации. Пока мы видим, что в основном через систему повышения квалификации при поддержке донорских проектов система оценивания, по крайней мере, приходит в школу, да, измененная система оценивания. Это были и проекты РИК, и проекты Всемирного банка, и, конечно, проект USAID-овские проекты, да, которые, тут несколько проектов, с которыми мы работаем, которые вот, также систематически пытаются это внедрить. Но скажем так, что этого пока недостаточно. Дальше посмотрим. Если посмотрим теперь на уровень, чуть-чуть, может быть, следующий уровень, да, системы оценки качества, когда мы смотрим, что происходит на уровне госэкзаменов, на уровне национальных исследований, на уровне международных исследований, вот среди других наших соседей, да, я просто хочу показать, что у нас есть здесь, а чего у нас нет. Экзамен выпускной, мы знаем, да, как сейчас выпускной экзамен идет у нас 9-11 класс, есть традиционная система экзаменов, когда сами обучили, сами оценили, да, в школе, но есть альтернативные тесты Национального центра тестирования и есть пилот итоговой государственной аттестации, который сейчас проводится у нас уже 3, по-моему, год, Национальный центр тестирования, и вообще по планам это в дальнейшем должно стать в виде стандартизированного теста. Пока это пилотирование. В прошлом году пилотирование было проведено в городах, но в прошлом году
перед этим на уровне, по-моему, Таласской области. То есть предполагается по плану министерства, что постепенно этот пилот, эксперимент будет расширяться, и может быть когда-нибудь он дойдет до уровня всей страны, но здесь возникают вопросы о том, о вообще возможности страны сделать это, так как это достаточно дорогое удовольствие. Мы знаем, что у нас есть вступительный экзамен ОРТ со второго года, да, и на этот год, по-моему, трехлетний договор с ЦОМом уже завершен, поэтому будет объявлен, видимо, тендер, но называется, нужно пожить и посмотреть, что будет дальше. Да? Мы знаем, что был ряд проведен национальных мониторингов, и наша страна участвовала в 2 раундах ПИЗа. То есть это все такая цепочка, связанная тоже с тем, как реализуется система оценивания в нашей стране. Здесь, я об этом, в принципе, уже сказала, но здесь я хотела бы остановиться на следующих проблемах. Да? Мы видим, что если даже процесс будет двигаться дальше, и ГАП в виде единого стандартизированного теста будет, то вопрос возникает о институциональном потенциале в том числе. Да? То есть организация, институциональный потенциал как на центральном уровне, так и на региональном уровне. Способность имплементировать и разработать, и имплементировать госаттестацию в масштабах всей страны. Ну, естественно, адекватное финансирование. Дальше, следующий вопрос к содержанию тестов, которые используются. Да? То есть, понятно, мы сейчас четко понимаем, что это очень важно, особенно для итоговой аттестации, включать не фокусироваться только на знаниях тестов. Да? Потому что в этом случае мы снова тогда говорим, оценим-то только знания, поэтому не напрягайтесь, ребята, компетентности, они там на бумаге, а в результате вот оцениваются, 5 вам поставят только за то, что вы будете знать вот то-то, то-то, то-то. Сейчас, к сожалению, у нас эта вилка есть. Есть госстандарт, который говорит про то, что нужны компетентности, и есть тесты, тесты Национального центра тестирования, по крайней мере, вот те, которые они есть, они пока у нас только знаниево ориентированы. Мы совершенно четко понимаем, что это очень трудная задача сделать другого типа тесты. И есть попытки у других стран это сделать, и это очень трудно, чрезвычайно трудно. Поэтому возникает вопрос о том, можем ли мы это вообще сейчас на себя взять, такую ответственность или нет, и как это делать. Вопрос стоит до сих пор, открытый вопрос о переходе к единому экзамену. В некоторых документах уже зафиксировано, что через какое-то время произойдет слияние, да, выпускного и экзамена вступительного. Этот вопрос открытый, и есть очень много аргументов, которые говорят о том, что это разные по своей задаче, по своей цели виды оценивания, да, которые нельзя сливать в один. С другой стороны, есть еще вопрос о том, что они, естественно, разные оценивают, то ли соответствие стандарту школы, то ли способность обучаться на следующей ступени образования. Да? То есть можем мы это сделать вместе или нет. Естественно, тогда возникают вопросы и финансирования, и институционального, опять-таки, потенциала и так далее. Потому что, если мы говорим тогда о государственной аттестации, то, соответственно, платить, например, за прохождение такого теста уже не будет возможно. То есть здесь пока еще много вопросительных знаков, да, но пока, я не знаю, четкого видения Министерства образования в этом вопросе мы пока не знаем с вами. Про национальные мониторинги и про международные оценивания я коротко также скажу. То есть у нас есть ряд национальных мониторингов, да, которые тоже являются частью системы оценивания. Для чего они нам нужны? Это национальный ноутбук, да, так называемый, который проводит СОМО. Выяснить, насколько эффективно работает система образования, насколько наши дети, путем выборочного исследования мы понимаем, насколько наши дети достигают того действующего стандарта, который у нас вот работает пока, да, хотя вот это такой тоже вопрос, какой сейчас все-таки стандарт у нас работает, в какой степени они осваивают этот стандарт, те результаты, которые там заявлены. Да? Мы знаем, что
Периодически это проводится, опять-таки, пока это зависит от финансирования, пока это проводится, поддерживают определенные проекты, определенные донорские организации. И возможно, что в следующем году, по-моему, в 2017 году ожидается следующий раунд проведения национальной оценки достижений учащихся. Может быть, вообще изначально это было в 4-8 классе, в 2014 году это не хватило только на 4 класс. Посмотрим теперь, что будет в 2017 году. Почему важно иметь мониторинги, национальные мониторинги? Потому что на самом деле сейчас у нас не так много источников в национальном масштабе, которые бы нам говорили вообще, что происходит с системой. Мы вводим, мы впрыскиваем, вот знаете, как больному, да, уколы, инъекции делаем, различные инициативы, реформы, новые учебники в определенные классы ввели или еще что-то ввели. Вот сейчас аттестацию ведем. Но чтобы измерить, нужен какой-то такой одинаковая линейка или одинаковый градусник в течение определенного периода, пусть хотя бы 10 лет, чтобы понять, а как это повлияло на нашу систему. В этом смысле национальный мониторинг, который вот у нас существует, но, слава богу, он хотя бы есть, да, который вот пока служит у нас такой линейкой, которой мы можем сравнить. Ага, в 2009 году вы видели в примере у Ларисы Юрьевны, да, вы видели по математике и естествознанию. Мы можем сравнить, ага, в 2009 году было так, в 2014 году вот так, да, то есть сдвигов нет, хотя за этот период произошло то-то, то-то, то-то. В правильную сторону мы движемся, тогда возникает вопрос, и что сделать тогда следующим шагом. То есть это очень важная часть, с которой мы должны работать и ни в коем случае ее не оставлять. Другое дело, что происходит с этими решениями. Вот здесь, когда мы говорим о проблемах и возможностях, я поэтому так вот обозначила, да, потому что это проблемы, которые можно перевести в возможности на самом деле. Потому что на самом деле сейчас мы с вами в недостаточной степени используем даже то, что у нас есть. У нас есть прекрасные данные и ноду, есть и у нас куча всяких разных аналитических отчетов по ОРТ, отчет есть по оценке по навыкам чтения и так далее. Да? Но что с этим происходит дальше, после вот таких презентаций? Вы все участвовали, наверное, на этих презентациях. Следующим шагом должен стать такой, скажем, вторичный анализ и превращение этих результатов в какие-то определенные действия. Да? Вот сказали нам, что, оказывается, по ПИЗа, например, у нас очень не умеют наши дети работать с информацией, находить информацию, например, когда эта информация избыточна, вернее, принимать решение, когда он в условиях избыточности информации, например, да? Когда есть лишнее звено в условии задачи. Да? Или наоборот, не могут сопоставить какие-то части текста, чтобы прийти к одному какому-то выводу. Да? Хотя это можно, если в тексте посмотреть, они не могут найти определенную информацию, не владеют именно этим. Что из этого должно следовать, по идее? Да? Из этого должно следовать, опять возвращаясь к началу презентации, некоторые действия разработчиков учебных программ, курсов повышения квалификации, разработчиков учебников и так далее. У нас этого не происходит. Почему это не происходит? Один раз потому, что до них не приходит аналитика в таком понятном виде. То есть нет таких институций, которые бы взяли вот этот отчет, 250-страничный отчет статистический с разными там такими терминами непонятными, превратить в какие-то очень понятные вещи, которые можно переложить в свою практику, да, в написание учебников и так далее. Нет этого промежуточного звена. Кто этим звеном должен быть? Может быть, Кыргызская академия образования, да? Может быть, какая-то другая. Может быть, университеты, потому что научный потенциал, должна быть связь, да, университетов педагогических с практикой. То есть кто-то должен быть другой. У нас это место пока пустое. У нас нет никого в этом месте. Есть отдельные, может быть, люди, которые пытаются это делать, но это должно быть институционально закреплено. И следующий пункт по оценке деятельности. Мы свернем ситуацию, что мы потеряли аудиторию, я просто говорю, может быть,
дискуссионно, потому что вы достаточно создали пространство для дискуссии. Я просто чувствую, что... я просто вас прошу. Согласно квалификацию сделать. аудитории, я вас уже совсем потеряла, да? Давайте я тогда скажу о том моменте, который, по крайней мере, учителя, которые здесь сидят, они заинтересуются, да, потому что это вопрос об аттестации, которая сейчас у нас введена. И это тот последний момент, на котором я остановлюсь вот в этом перечне, да? Цель для чего была эта оценка вообще деятельности педагогов делается? Соответствию уровня профессиональных стандартов. Как таковых профессиональных стандартов у нас нет. Да? Поэтому, но у нас введена с этого года аттестация учителей. С этого года, вы знаете, да, было постановление правительства, были приняты критерии в августе 2016 года. Как комплексная оценка уровня профессиональной компетенции учителя для присвоения квалификационной категории высшей, значит, второй, первой или выше. Да? Для чего это нужно? Для того, чтобы стимулировать учителя, с одной стороны, материально, с другой стороны, показать ему возможность профессионального развития. Уже убрали. Категории появились. Вот 29-я школа сейчас проходят какие-то курсы КАУ, на основании которых там 3 учителя получат чего-то, но не высшую категорию, а все остальные за бортом. Так, вот о чем, я не знаю про курсы КАО и про 3 учителя, да, но там есть определенные условия, да, квотирование, там еще, мы об этом не говорим. Я содержательно хочу только вам сказать, что для чего, что это дает, коллеги. Да? Что это? Я понимаю, что я теряю аудиторию университетскую, но учителя. Категории отменили, вернули, потому что было очень много переживаний, потому что, ну как без категории, как мы будем жить. Но когда они вернулись в другом виде совершенно. Да? То есть это категории, которые по своему содержанию, по критериям соответствия, они очень сильно отличаются от того, что было до 2011 года, до того момента, когда их отменили. Да? То есть учитель высшей категории до 2011 года, он может действительно не получить никакую категорию вот, в соответствии с теми квалификационными требованиями, которые сейчас в 2016 году озвучены. Они достаточно высокие, сразу говорю. Но это сделано потому, что эти категории, они присваиваются учителям, которые демонстрируют уже соответствие тому стандарту, госстандарту, который сейчас вот у нас вводится в практику. То есть это учителя, которые работают и формируют компетентностные вещи, работают с компетентностным подходом, которые понимают, что это такое, и знают, как с этим, что с этим делать. Поэтому, если вы посмотрите критерии, и вот в этом особенность, да, что введено критериальное оценивание, не потому, что мне что-то нравится, или не потому, что у него стаж такой высокий, он работает 25 лет, а потому, что он демонстрирует определенные требования, соответствует определенным требованиям к его квалификации. Он демонстрирует определенные действия, деятельность, соответствующую тому или иному уровню. И вот здесь я хочу сказать, что наше Министерство образования сейчас говорит о том, что может быть тест, можно все решить тестом. Я хочу сказать, что комплексная оценка, она предполагает не только тест. Тест, он может пока, наш тест, то, что мы имеем, это только знание на тест. Для того, чтобы посмотреть на учителя, как он это делает в практике, теста недостаточно. Поэтому остается здесь у нас наблюдение урока и портфолио. Это очень важный момент, я бы хотела, чтобы мы это тоже понимали. Но другое, естественно, для всего этого требуется долгий процесс понимания и осознания, что это такое. Что такое учитель, скажем, учитель, современный учитель. Да? И это не так быстро происходит. Поэтому я на этом остановлюсь, да? Потому что самое главное мы обсудили учитель и ученик, оценка деятельности ученика и оценка деятельности учителя. Поэтому, пожалуйста, если есть какие-то вопросы. Такой вопрос. Вы сейчас
Вы очень хорошо рассказали с точки зрения научно-академической деятельности, такой, скажем, подхода и даже в некотором плане проектировочной, да, деятельности. Но я вот рискую показать стереопатом, но я расскажу со стороны учителя, который, в принципе, я уверен, что думает так же. Смотрите, те планы внеурочные мероприятия никто не отменял. То есть бумажная работа, которая остается у учителя за его копейки, скажем, грубо говоря, она остается. Плюс к этому вы налагаете оценку в различных вариантах, которую, в принципе, руководство школы будет постепенно ссылать на этого же учителя. Не лучше ли продумать, не ставить телегу впереди лошади, а каким-то образом как можно больше внедрить электронные технологии, убрать бумажные методы оценки. Поскольку мы сейчас что делаем? Мы сейчас налагаем на того же учителя еще дополнительные оценки с разных уровней, начиная с уровня его класса оценки, заканчивая уровня оценки школы и другими уровнями. В итоге будет выполнять это все он, не руководство, не завуч, не директор школы. Они будут спускать все это ему. И, соответственно, таким образом мы просто усложняем сейчас жизнь того же учителя, который за копейки будет делать, за 400 сомов будет категорию добавлять себе или не добавлять себе, и будет выполнять все вот это. Так вот, вопрос в том, что не лучше ли каким-то образом сначала элементарно внедрить, допустим, те же электронный формат сдачи тех же отчетов, ускорить, облегчить работу в тех же, уменьшить стандарты, которые были раньше, а потом делать это, потому что сейчас у нас и старые планы, и новые планы, и еще оценка. Правильно? Коллеги, только вот сейчас про уменьшение, вот только одно слово скажу, не надо говорить про уменьшение, давайте говорить про разумные вещи, что оно должно быть соответствовать хоть чему-то, понимаете, да, потому что когда мы количественно, секундочку, есть вещи, которые нельзя мерить количественно, большой, маленький, не этот вопрос, достаточный для того, чтобы человек был эффективный, или там как-то, или нет, понимаете, и если это место, оно принципиально по-разному делает, когда мы меряем это все часами, количеством и так далее, то оно совсем по-другому дает. Извини, Соля, пожалуйста, ответь. Я абсолютно соглашусь, да, с тем. Еще хочу сказать, это, безусловно, было бы замечательно, если бы мы переходили на электронные вещи и так далее, да. Но если мы будем ждать, пока это произойдет, то есть это все параллельные процессы. Мы не можем не оценивать деятельность учителя и не понимать, кто обучает нашего ученика, хотя мы хотим, чтобы вырос ученик у нас за время школы до определенного уровня развития его компетентности, и при этом мы не понимаем сейчас, кто у нас работает в школах. То есть я думаю, что мы даже немножко опоздали с этими процедурами, потому что оценивать нужно было, у нас получился разрыв в 5 лет, да? Это раз. А во-вторых, безусловно, нужно стремиться к оптимуму некоторому, да, который говорит Володя. Сейчас развиваются, да, вы знаете, что электронные вещи приходят в школу. Это один из фокусов Министерства образования, инновационные школы появляются, да, и дай бог, это произойдет. Лариса Ильинична.